В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. В рамках первого официального визита президента Рауля Хаджимба в Сирию, который проходил с 4 по 8 сентября, состоялось подписание важных документов, определяющих дальнейшее развитие абхазо-сирийских отношений. Напомним, что среди этих документов основополагающий – это договор о дружбе и сотрудничестве, соглашение в сфере экономики, торговли и культуры. В ходе визита состоялось множество встреч как с представителями официального Дамаска во главе с президентом Башаром Асадом, так и с общественными деятелями, военными представителями абхазской диаспоры и абхазских культурных центров. Наша съемочная группа в Сирии постаралась зафиксировать все события, касающиеся пребывания нашей делегации в этой арабской стране. Основные из них мы уже давали в эфире по горячим следам. Уже здесь, в Абхазии, наши корреспонденты получили возможность более детально рассказать о поездке с подробностями о первом официальном визите президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирию на Алакове. 4 сентября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с первым официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В аэропорту главу государства встретил министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Аль-Муаллем. В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой президентом, вошли премьер-министр Геннадий Гагулия, руководитель администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совета безопасности Мухаммад Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзенба. Затем кортеж с президентом и членами официальной делегации направился в одну из резиденций президента Сирийской Арабской Республики, где состоялась встреча Рауля Хаджимба с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе переговоров президент Республики Абхазия и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы развития абхазо-сирийских отношений. Башар Асад поздравил Рауля Хаджимба с десятилетием признания независимости Абхазии. Он выразил уверенность в том, что данный визит абхазской делегации создаст крепкий фундамент для старта дружеских и партнерских отношений между двумя государствами, даст существенный толчок в экономическом, культурном и других аспектах взаимоотношений Абхазии и Сирии. Соглашения, которые мы подпишем, станут важным шагом в наших отношениях, подчеркнул Башар Асад. Президент Абхазии поблагодарил президента Сирии за приглашение, отметив, что решение о признании Абхазии было смелым шагом со стороны Сирийской Арабской Республики и мужественным шагом руководства Сирии. Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что договор о дружбе и сотрудничестве и другие не менее важные документы, которые будут подписаны в ходе визита, позволят обеим странам развивать взаимовыгодные отношения, укреплять нормативно-правовую базу сотрудничества. Затем состоялась церемония подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. После церемонии подписания договора Рауль Хаджимба наградил президента Сирии орденом Ахзапша первой степени. Башар Асад, в свою очередь, наградил Рауля Хаджимба наивысшей государственной наградой Сирии – орденом Амиядов, после чего главы государств обменялись памятными подарками. Рауль Хаджимба подарил Башару Асаду черкесскую шашку из дамасской стали, сделанную абхазскими мастерами. 5 сентября президент Рауль Хаджимба в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа, командующего Южным военным регионом генерал-майора Марвана Харири и почетного караула возложил венок в цветах флага Республики Абхазия к мемориалу погибших военных Сирийской Арабской Республики. Могила неизвестного солдата является военным мемориалом, посвященным сирийским солдатам, павшим во время сражений. Мемориал представляет собой купол, символизирующий Вселенную под аркой, которая в свою очередь является символом победы.
Полностью репортаж о первом официальном визите абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику смотрите сразу после завершения нашей программы. Насыщенный событиями и чрезвычайно плодотворный официальный визит делегации Абхазии в Сирию, к сожалению, был омрачен трагической гибелью премьер-министра Абхазии Геннадия Гагуля в дорожно-транспортном происшествии по пути следования из аэропорта Сочи в Сухум. Вся страна была потрясена случившимся. Политики, государственные и общественные деятели, простые граждане с болью восприняли весть о гибели Геннадия Гагуля. Отмечали его вклад в развитие государства, профессионализм, человеческие качества. Соболезнования в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Леонидовича Гагулия выразили председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Свои соболезнования в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулия выразил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. В ноте соболезнования, в частности, отмечается: ввиду этого печального события я хотел бы выразить наши слова соболезнования всему абхазскому народу и особенно родственникам господина Гагулия, в чей дом пришла скорбь. Примите это письмо как знак моей приверженности дальнейшему развитию дипломатических отношений между нашими странами. Произошла трагедия, но мы должны продолжать борьбу за мир, полной свободы, справедливости и равенства. О трагическом событии недели в репортаже Ирины Аршба. На этой неделе Абхазия простилась с премьер-министром Геннадием Гагулия, трагически погибшим 8 сентября в дорожно-транспортном происшествии. Ушел из жизни видный государственный деятель современной Абхазии, внесший значительный вклад в построение современного абхазского государства, принципиальный руководитель, сильный принципиальный человек. По факту ДТП, в котором погиб премьер-министр, в отношении водителя автомобиля ВАЗ-2109 Хаджарата Тарсман возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 263 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Геннадий Леонидович Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхна. Окончив строительный факультет Белорусского политехнического института, он прошел достойный трудовой путь от строймастера до премьер-министра Абхазии. Причем этот пост в своей жизни он занимал трижды. Возглавляя долгие годы торгово-промышленную палату республики, Геннадий Леонидович сумел заметно поднять ее престиж, создать молодой и энергичный коллектив, способный влиять на социально-экономическую ситуацию в стране. Он смог вывести деятельность палаты на международный уровень. Во многих государствах ТПП достойно представляла на различных выставках достижения экономики и культуры Абхазии. Геннадий Гагулия обладал удивительной способностью дипломатично решать многие вопросы. Благодаря ему Абхазию узнали во многих уголках мира. Очень сложно, конечно, говорить о Геннадии Леонидовиче в прошедшем времени, говорить о его заслугах перед страной. Честно говоря, до сих пор очень сложно поверить в то, что его нету с нами. Это огромная трагедия для всего нашего народа. Конечно, если вспоминать деятельность Геннадия Леонидовича, это был человек, в котором кипела энергия, который был очень инициативный. Очень много вопросов, связанных с представлением нашей страны на внешних площадках, были завязаны на его деятельности. И если брать период, когда он работал президентом торгово-промышленной палаты, Геннадий Леонидович со своей командой, они делали очень много для того, чтобы имя Абхазии звучало практически во многих странах мира. Геннадий Леонидович в первую очередь всегда думал о том, что будет правильно и полезно для страны. Он не думал о том, чтобы каким-то образом свое имя преподнести. Он делал все как государственник. Это невероятно комфортный человек в работе был. Это человек, который абсолютно во всем разбирался. Если он чего-то не знал, он глубоко вникал в эти вопросы. С ним было очень легко разговаривать. Мы часто спорили, обсуждая разные темы, но он был абсолютно современным человеком, который очень хорошо ориентировался в том, что происходит в мире. Это был невероятно смелый человек, что вот меня подкупало как молодого человека. Он был
очень решительный для принятия каких-то решений. У него была невероятная такая способность, он улавливал суть моментально и был смел на принятие решений, на поступки, это очень важно. Вклад Геннадия Леонидовича в формирование положительного имиджа, положительного образа нашей страны за рубежом, на внешнем пространстве очень трудно переоценить. Уровень его контактов, его умение находить общий язык с самыми разными людьми, он достоин всяческого уважения. Мне кажется, что Геннадий Леонидович на каждом этапе своей жизни отличался тем, что он прекрасно чувствовал время, в котором находится. Это касалось его лично, это касалось его отношения к стране, к той области, которой он руководил. Мы с Геннадием Леонидовичем были одноклассники, учились во второй средней школе. Могу сказать, что за время учебы он, знаете, каждого парня молодого своя жизнь, но он, это откровенно надо сказать, очень хорошо учил, особенно математику. Математику он знал просто шикарно. И вот до конца, пока мы с ним учились, он в математике был один из ведущих не только учеников нашего класса, но и школы. Он всегда себя показывал как специалист, который вокруг себя может организовать людей. Для нашей республики, для ее признания было лично с его стороны сделано очень много. Очень много. Тут сейчас вот говорят, там Сирия там и так далее. Нет, вы представляете, что отделение торговой палаты было сделано в Америке, в Нью-Йорке. А сколько раз, когда они приезжали, выставляли свою продукцию Абхазии там и так далее, и сколько было гонения там, чтобы убрать там чуть ли не это самое, закрыть там, выступали некоторые. Все равно он продолжал, но этим самым потихоньку люди нас узнавали. В государстве стоит и флаг, и продукция, и написано, что это Абхазия, это совсем другое дело. Люди уже знали. И все это его заслуга. Гибель Геннадия Гагулия потрясла не только граждан Абхазии. На церемонию прощания приехало множество гостей из России и других государств. Среди них министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, премьер-министр Южной Осетии Эрик Похаев и многие другие. Как подчеркнул президент Абхазии Рауль Хаджимба на траурном митинге во время церемонии прощания с Геннадием Леонидовичем Гагулия, страна понесла тяжелую утрату. Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова. Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии. Весом его вклад в обеспечение нашей армии вооружением, боеприпасами, продовольствием, медикаментами и иными необходимыми средствами. Успешного выполнения сложных задач, которые ставил первый президент Владислав Григорьевич Ардзинба, Геннадий Леонидович добивался не только благодаря своим деловым качествам, но и огромным личным связям в ближнем и дальнем зарубежье. От природы он был человеком скромным, никогда громогласно не говорил о своих личных заслугах, но о них знают люди, стоявшие у истоков нашей великой победы. Для многих Геннадий Леонидович так и остался загадкой, человеком с неиссякаемой энергией и энтузиазмом. Его любознательности и его организаторским способностям можно было только удивляться. Он шел в ногу со временем, всегда был в курсе последних новостей. Геннадий Леонидович Гагулия был похоронен на родовом кладбище в селе Лыхна. Каковы обстоятельства ДТП, повлекшие гибель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия? Что стало причиной трагедии? И насколько были выверены в данной ситуации действия сотрудников Государственной службы охраны, которые отвечают за безопасность сопровождаемых ими людей? Мы обсудим с заместителем председателя Государственной службы охраны Абхазии Русланом Измайловым. Здравствуйте, Руслан Станиславович. Здравствуйте. Руслан Станиславович, как в данной ситуации, в которой, к несчастью, погиб премьер-министр страны Геннадий Гагулия, я имею в виду ДТП, которое произошло на трассе Псоу-Сухум, как вы расцениваете действия сотрудников ГСО, водителей автомашин? Вы сразу начали беседу с того, что нужно оценивать действия сотрудников ГСО. Я бы начал с другого.
Почему? Потому что наши действия сотрудников ГСО и тех сил и средств обеспечения безопасности вообще Республики Абхазия, они включают в себя разные ведомства, в том числе и Государственную автомобильную инспекцию, другие организации. И мы всегда свои действия начинаем с организации. Если брать конкретно тот вечер или тот день, то организация началась еще в период, когда мы находились с визитом в Сирию. То есть начальник ГСО в телефонном режиме организовал соответствующие меры, то есть кортеж, который прибыл из Сухума на границу в дальнейшем в аэропорт. Те люди, то есть личный состав, который должен был прибыть на нашу встречу, отдал все распоряжения и все инструкции по нашей встрече. С этого началась наша работа. То есть, когда мы приехали в аэропорт, кортеж уже был готов, личный состав проинструктирован тем офицером, который встречал нас непосредственно в аэропорту. Ну и, в принципе, особых-то задач не было на тот день. То есть, это был типичный день, так скажем. То есть, это не было что-то особенное, какие-то там особые погодные, может быть, условия или что-то. Это был типичный день, типичное построение кортежа, которое включало в себя и машины объекта государственной охраны, и машины обеспечения безопасности, прикрытия, и машины, которые двигались в кортеже с членами делегации. То есть это обычный кортеж. Тем более, что я могу сказать, что мы пошли по указанию, опять же, нашего руководителя на то, чтобы сократить кортеж. То есть все члены делегации у нас поехали в одном микроавтобусе, и кортеж у нас в тот день, если считать всех членов делегации, включая объекты госохраны, охраняемых лиц, то у нас был кортеж минимальный. Опять же, мы всегда исходим из того, что чем меньше машин в кортеже, тем меньше вероятность таких же ДТП на наших узких дорогах. Когда нас встретили, в принципе, и этим кортежем мы прибыли на границу, и на границе уже, когда на нашей стороне, на ПСОУ, мы получили дополнительную команду от старшего. То есть в кортеже у нас был старший, начальник ГСО. С его слов, из подтверждения человека, который, сейчас не будем персонально говорить, находится в основной машине с президентом, с момента начала движения он осуществляет оперативное командование, так скажем, всей колонны. Потому что только он один, единственный человек, который может принимать решения в данной ситуации. То есть задавать скоростной режим, либо еще какие-то команды раздавать. Ну, их много обычно бывает движений. Получать информацию, обрабатывая, опять же. Вот, то есть старшинство фактически по оперативному управлению кортежем с охраняемыми лицами переходит человеку, который находится в основной машине с главным охраняемым лицом. Это практика, которая подтверждена годами, опытом. Вот. И когда мы на границе получили полностью указания по передвижению, выстроили кортеж тем порядком, который должен двигаться, и получили указания по скоростному режиму, мы выдвинулись, тут даже добавить больше нечего. Вы говорите, типичная ситуация. да, вы говорите, что это типичная ситуация, обычный рабочий день, да? Но могли бы вы сказать, когда все пошло не так? Все шло так, как надо до момента столкновения. Почему? Потому что в период движения у нас было пару моментов, но не было таких опасных ситуаций, еще каких-то. То есть мы регулировали движение. То есть я лично один раз давал команду сотрудникам ГАИ, у нас автобус отстал, да, мы ехали там 100 км в час, но он не смог на подъем быстро подняться. То есть я предупредил сотрудников ГАИ, чтобы они сбавили скорость, он нас догнал, мы снизили скорость там чуть ли не до 70. То есть, ну, это как бы по окружной дороге Гагры, это сами знаете, там разрешенная скорость 90, опять же. Вот, то есть оперативное управление осуществляется тем человеком, который видит что-то. Не всегда можно дергать начальника, то есть если я вижу, что крайняя машина отстала, я могу подсказать. У нас есть связь, у нас полностью есть взаимодействие с сотрудниками ГАИ, которые, опять же, если сделать отступление, помимо наших внутренних инструкций, приказов, служебных инструкций, служебных, там, где прописаны наши служебные обязанности, то есть, начиная с иерархии, заканчивая какими-то мелочами, у нас еще есть межведомственный приказ о взаимодействии при проведении охранных мероприятий. А передвижение в кортеже по трассе – это
как раз и есть охранное мероприятие на трассе проезда при передвижении на автомобилях. Вот. И согласно этому приказу, те сотрудники ГАИ, которые сопровождают наш кортеж, они действуют в нашем оперативном управлении. То есть они действуют не на свой страх и риск. Они полностью подчинены нам и выполняют наши команды. Более того, могу сказать, что для еще более лучшего взаимодействия и улучшения некоторых параметров обеспечения безопасности один из сотрудников ГСО находится вместе со старшим сотрудником ГАИ в автомобиле ГАИ сопровождения, который едет перед охраняемым лицом. Для многих является секретом, какие, допустим, самые главные правила передвижения кортежа. Могли бы вы рассказать вот нам всем, чего в первую очередь должны придерживаться сотрудники ГСО при охране, при сопровождении лиц, которых нуждаются в охране? Как это ни странно прозвучит, но самый главный принцип – это не навреди, во-первых, потому что мы действуем от печки, мы обеспечиваем безопасность минимальную. То есть два параметра. Первый параметр – это просто мы едем по дороге, мы как участники дорожного движения. И второй параметр – это те возможные проявления, ну сейчас скажем это слово, террористического характера, еще какое-то, которые мы должны предвидеть, которых мы должны избежать. То есть если нас когда-то обвиняют, то, что мы там двигаемся, может быть, с большой скоростью или еще с чем-то, то у нас есть очень простое объяснение. Мы действуем в условиях фактически в крайней необходимости, потому что было сколько случаев, едет кортеж, его просто обгоняет какая-то машина затонированная, затемненная. Ну, что я должен подумать, понимаете? Даже если мы едем с соблюдением правил, нас обгоняют, и машина, мы не видим, что в машине творится. То есть в данном случае у нас возникает какое-то чувство, что в данном автомобиле, это же практикой подкрепляется статистикой, что этот автомобиль несет какую-то угрозу. Террористы там, не террористы, просто хулиганы или какие-то там, не знаю, там, люди, не понимающие, куда едут. Это уже другой вопрос. Но в данном случае я должен, или сотрудник, который едет в автомобиле, который замыкает колонну, должен в первую очередь думать о том, чтобы этот автомобиль не обогнал кортеж, исходя из множества параметров, начиная от правил дорожного движения, заканчивая какой-то угрозе, которую он может нести. Несложно, наоборот, даже просто сказать, что мы действуем, учитывая все параметры, мы можем не нарушить правила. Вот, понимаете, самый главный постулат, который меня научили мои старшие товарищи очень давно, это мы можем отступить от некоторых норм правил. Понимаете? И эти нормы правила не существуют не для того, чтобы мы их нарушали ни в коем случае. Эти нормы правила существуют для участников дорожного движения, мы стараемся их соблюдать. В частности, ну, что греха таить, нам президент иногда делает замечания, когда мы там в городских условиях еще где-то едем на красный свет, и если без особой на это необходимости, мы получаем от него замечания. Стараемся этого, конечно, не делать. Вот. Бывают разные случаи. В основном мы едем быстро не за то, что мы торопимся, а для того, чтобы проехали побыстрее, и дальше город сам собой живет. Мы проехали, сотрудники ГАИ на перекрестках обеспечили. Ну, на самом деле водители, я сама водитель, не очень любят встречаться с кортежами. Да, всякие неудобства, считают, что не считаются с остальными участниками дорожного движения. Вот как с этим? В моей практике работы Государственной службы охраны это всего лишь второе дорожно-транспортное происшествие. Причем оно произошло по идентичному сценарию. Слава Богу, в первом случае у нас просто пострадали автомобили, люди не пострадали. Но это был идентичный случай, понимаете. Это часть участников дорожного движения, которые встречаются нам на дороге, они к нашей радости знают правила, уважают других участников дорожного движения, они выполняют эти правила. Они либо до полной остановки, либо прижимаются в правую сторону, максимально делают для того, чтобы кортеж в данном случае или другой специальный автомобиль проехал. Пускай это будет скорая помощь, пожарная машина и так далее. Но я могу сказать, что почти половина участников дорожного движения не делают этого принципиально. То есть не пропускают или наоборот какие-то вещи делают, которые в нормальной жизни, наверное, даже не придумают, что обгоняют впереди идущий транспорт. То есть это сознательно от незнания правил? В большей части, наверное, все-таки, я надеюсь, по неопытности, потому что большая часть водителей у нас почему-то смотрят только вперед.
А зеркала, которые придумали специально автомобили, прежде чем совершить обгон или какой-то маневр, лучше лишний раз посмотреть в зеркало, что сзади творится. И когда в течение нескольких минут за автомобилем едет автомобиль ГАИ, моргает всевозможными люстрами, кричит всевозможными кричалками, и этот автомобиль не реагирует, и потом в последний момент просто шарахается в сторону от испуга. То есть, понимаете, человек не наблюдает за дорожной ситуацией, которая происходит за ним сзади. То есть это неумение водителя вести себя на дороге по большей части. Ну и плюс начинается вот это неуважение, я не пропущу, да пускай делают, что хотят. Ну, я еще раз повторяю, за почти 3 года моего нахождения здесь, это только второй случай дорожно-транспортного происшествия. Все-таки сейчас, да, обстоятельства выясняются, мы надеемся, что все это будет публично, но как вы видите вот эту ситуацию, в которой произошло ДТП, что стало ее причиной? Просто стечение, случайное стечение какое-то обстоятельство или же... Это трагический случай в любом случае, в любом измерении, потому что погиб человек в той ситуации, когда не должен был он погибнуть. Это в большей части вина, конечно, водителя, который совершил это ДТП. То есть, если разбирать эту ситуацию, но сейчас мы не будем в следствие влезать, я могу сказать то, что я видел. То есть, два автомобиля двигались по встречной полосе. Сейчас не помню марку, это была какая-то темная машина, темный какой-то, по-моему, седан. За ним двигалась эта 99-я «Жигули», светлая она была. Я это все видел. Он двигался на вполне нормальной, адекватной скорости, наверное, разрешенной. Он двигался с дистанции перед этим автомобилем довольно-таки, дающий ему возможность предпринять любой маневр совершенно, понимаете. Я не знаю, что там было внутри, как чувствовал себя этот водитель. Но дело все в том, что когда они проехали, эти два автомобиля, машиной ГАИ сопровождении, когда они уже поравнялись с головой кортежа, только тогда темный автомобиль стал снижать скорость, прижиматься к обочине, а автомобиль 21099 светлый до последнего не предпринимал никаких маневров. Последнее, что я видел, это торможение экстренное рядом с моим автомобилем. Причем это было именно экстренное торможение, то есть заблокированные колеса, соответствующий звук, визг. Вот. И в следующий момент я видел в зеркале это удар, и автомобиль Камри, в котором двигался Геннадий Леонидович, он практически улетает в кювет. Знаете? Естественно, после того, как президент дал команду развернуться, мы подъехали на место происшествия, и уже все сотрудники ГСУ там помогали, кто что делал. Я опросил сразу, понимаете. Во-первых, я сразу убедился в самочувствии водителя, потому что Батал, геоводитель премьера, здесь же находился, он участвовал в эвакуации Геннадия Леонидовича из автомобиля. Его личный прикрепленный Алхаз Джели тоже самое, здесь же находился. Я прям буквально взял их за руки, посмотрел, чтобы они целые. Потому что люди в горячке, с адреналином в крови, иногда не всегда чувствуют свои травмы. То есть, убедившись в том, что они вполне здоровы, адекватны. Что случилось, я спросил. Понимаете? Человек не смог сказать, что случилось, потому что это случилось настолько быстро и настолько сильно. Сейчас скажу. Был сильный удар, и настолько это все быстро случилось, что водитель 99-й «Жигули», он не дал шансам, понимаете, никоим образом проявить свои профессиональные качества. Это потом, когда уже мы разбирательство проводили, когда мы это все разговаривали, уже по дополнительным там сведениям, которые другие свидетели были, потому что еще машины были, которые всю эту картину видели. Вот там уже было понятно, что водитель Камри успел какие-то полметра все-таки повернуть вправо. То есть, если бы он этого не сделал, был бы еще более сильный удар. Так получился удар по касательной, и только из-за того, что «Жигули» ударила в заднее колесо Камри, только из-за этого случился вылет на встречную полосу Камри, и она ушла на встречную полосу и туда улетела в кювет. И плюс к этому автомобиль сопровождения премьера тоже сам успел совершить маневр, который позволил
в конце концов, простите за эти слова, не убить этого водителя «Жигулей», потому что он все-таки тоже вправо принял. Если бы автомобиль Land Cruiser ударил в 99-й, то там бы вообще никто живой не остался. То есть максимально все, что успели, сделали для того, чтобы избежать столкновений. Но, к сожалению, это произошло настолько быстро и настолько вот эта вот нелепая случайность. Почему? Потому что автомобиль «Премьера» двигался за машиной безопасности, которая также прикрывала его спереди, понимаете. И машина, которая вылетела навстречу, она не по касательной как-то ехала, там, как-то пересекала заранее встречную полосу. То есть можно было как-то среагировать, как-то, извините, подставиться там и так далее. Не было такой возможности, потому что «Жигули» под прямым углом практически выбросила на встречную полосу. То есть он попал в тот промежуток минимальной дистанции, который перед предыдущей машиной до основной. Не дал он шанса водителю «Премьера» совершить хоть что-то действенное. То есть тормозить в принципе смысла не было, даже если бы он успел затормозить. Ну, не успел. Успел затормозить водитель, который ехал следующий. Он успел затормозить и сделал маневр вправо. Он успел. А водитель «Премьера» не имел шанса сделать что-то. Понимаете? И поэтому сейчас он испытывает еще более горестные чувства. Во-первых, для него это личная трагедия, для Баталова, то, что погиб Геннадий Леонидович. Для нас всех это трагедия, но для него это личная трагедия, потому что он испытывает ответственность за то, что с его участием это произошло. Понимаете? Но он не мог ничего сделать. В принципе, не мог. Ну, какая-то случайность, какие-то сантиметры могли нас разделить, там, в другом, может, звезды как-то по-другому бы сошлись, но в данном конкретном случае он ничего не мог сделать, как это не прискорбно звучит. Как-то разбирали у вас там на работе, на вашей службе с сотрудниками этот случай? Дело в том, что и с водителями, и с сотрудниками Государственной службы охраны, в частности, сотрудниками личной охраны, персональной охраны, которая обеспечивает безопасность охраняемых лиц, мы проводим разные занятия, в том числе и во время служебной боевой подготовки, во время отработки каких-то типовых ситуаций. Помимо этого мы разбираем случаи, которые в принципе произошли когда-то либо с кем-то, либо, ну, из моей практики очень много случаев. Всегда я это рассказываю, всегда рассказываю о том, что говорим о том, что в любом, вот вы должны знать, как действовали эти люди, и мне интересно знать ваше мнение, как бы вы действовали в разных ситуациях. Дело в том, что вот этот конкретный случай, я же говорю, это идентичный случай, который произошел 2 года назад в Ишерах, когда у нас такое же ДТП случилось. Каждый день мы обсуждаем, я им все время напоминаю, они мне все время спрашивают. Ну, когда спрашивают, когда нет, когда сами уже опытные водители все. Разбираем конкретно, даже если едем куда-то, то могу предупредить. Допустим, помните, там такой-то спуск, такой-то поворот, такая-то яма, которая там всегда существует. Здесь такую дистанцию возьмите, здесь такую дистанцию возьмите. Там. Ну, много наших профессиональных уловок, которые мы всегда должны учитывать. И в любом случае у нас всегда есть время перед выездом, чтобы организовать это, понимаете. Там. Мы можем поменять боевой порядок автомобиля в кортеже. В зависимости от ситуации все это действует. Мы можем поменять боевой порядок, это у нас так называется, в кортеже, в зависимости от наличия транспортных средств, опять же, на чем мы едем. От наличия личного состава, от наличия там, вооружения, техники и так далее. Это все влияет на расстановку сил и средств при передвижении в кортеже по трассе. Поэтому сейчас по горячим следам, естественно, у нас идет служебное разбирательство, потому что мы исходим в первую очередь из того, что сделал каждый сотрудник Государственной службы охраны в данной конкретной ситуации, поэтапно. То есть сначала организации движения в движении, и, к сожалению, такой этап, как после ДТП, у нас тоже присутствует, что сотрудники сделали для того, чтобы там, избежать трагических последствий. И мы это рассматриваем исключительно и с точки зрения выполнения служебных обязанностей, которые у нас прописаны. Мы не говорим о моральной стороне вопроса, да, там, у нас к нашей радости трусы не работают, у нас все смелые, самоотверженные люди, они знают, куда они пришли, на какую работу пришли. Вот. Поэтому мы исходим из того, что как люди выполняли свои служебные обязанности в данной конкретной ситуации. У нас идет разбирательство, естественно, мы сейчас опрашиваем сотрудников. По горячим следам это сделать не то, что не удалось, по горячим следам можно дров наломать очень много. Сейчас, когда уже известна объективная ситуация, когда известно, в принципе, когда люди успокоились, да, Геннадия Леонидовича похоронили, Царство Небесное,
Вот, немножко подуспокоились уже, спокойно можем обсудить, кто что делал. И опять же, в горячке, может, какие-то подробности не всплывут, сейчас уже всплывают какие-то подробности, тонкости, которые мы сейчас узнаем, но пока мы не нашли, ну, как это сказать, к радости, что у нас кто-то что-то не сделал. Мы сделали максимум того, что мы могли сделать. Но это трагическая случайность. Благодарю вас за беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Пожалуйста. А теперь к другим темам. В субботу коммунальные службы столицы занимались ликвидацией последствий непогоды, обрушившейся на Сухум вечером 14 сентября. В результате шквального ветра были повалены 9 деревьев на улицах Дзидзария, Дбар, Сахарова и Гумской. Наиболее пострадала в результате стихии улица Дзидзария. Здесь на небольшом отрезке упали сразу 5 деревьев. Упавшие деревья повредили линии электропередач и троллейбусную линию на улице Дбар. Был повален один столб освещения. Зеленое хозяйство и дорожные службы занимались уборкой упавших деревьев и высвобождением поврежденных электропроводов. В работах были задействованы сотрудники СОС, Горсвета и троллейбусного управления. Вчера вечером сильными порывами ветра были свалены по городу Сухум 9 деревьев, которые перекрыли дорожное движение на улицах Дзидзария, Генерала Дбар, Сахарова и Гумской. При этом повредили при падении провода электропередач и троллейбусные линии. Вчера экстренно были проведены работы зеленого хозяйства совместно с МЧС. Деревья были распилены и раздвинуты в стороны для того, чтобы открыть дорожное движение, для того, чтобы автотранспортные средства могли передвигаться по дорогам. На сегодняшний день сотрудники коммунальных служб, зеленого хозяйства и дорожного управления проводят работы по распилу дальнейшему этих деревьев, погрузу их и вывозу за пределы города. При этом высвобождаются провода электропередач, и сотрудники СУЭС, Горсвета и троллейбусного управления занимаются восстановительными работами, восстанавливают линии электропередач и троллейбусные линии. На высоковольтной линии 220 Очимчира произошла авария. В связи с этим были обесточены Гагарский, Гудаутский, Сухумский и частично Гульрыбский районы. В связи с непогодой, ветер, дождь, гроза, много деревьев повалило на линии электропередач. Много урона нанесла, потому что деревья упало на линии и все сорвало. Все. Наш Гульрыбский район практически не функционировал по электросети сегодня, потому что все было сбито, все сорвало, все порвано было. И вот вся бригада с утра работаем. До сих пор вот стараемся докончить, но если к ночи, если не успеем, это придется отложить на завтра. 16 сентября отмечается 25 лет со дня начала сентябрьской наступательной операции по освобождению Сухума. На Восточном фронте абхазские подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагера, Ахалдаба и в районе Кадорского моста. Задача была выполнена. Центральная автотрасса была перерезана. На Гуместинском фронте форсирована река Гуместа. Успешной атакой было освобождено село Нижний Каман, установлен контроль над Верхнегуместинским мостом. Взят под контроль берег Гуместы от мраморного цеха до подножья горы Цугуровка возле объездной дороги. От Нижнегуместинского моста абхазские отряды выдвинулись вперед на 500-600 метров. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на данном участке. Но абхазские бойцы через Нижний Каман вышли к Сванской башне и недалеко от нее заняли позиции. Войска Восточного фронта в тяжелых боях, заблокировав трассу Очимчир-Сухум, исключили всякую возможность оказания помощи сухумской вражеской группировке войск. Таким образом, войска Гуместинского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, прорвали его глубокую оборону и окружили сухумскую группировку войск. Первый этап сентябрьской операции завершился водружением флага на здании вокзала в Сухуме 25 сентября 1993 года.
Национальный драматический театр Адыгеи имени Ибрагима Цея прибыл с гастролями в Абхазию спустя 30 лет. За время творческого турне Адыгейский театр представит абхазскому зрителю 4 постановки. Одна из известных пьес Михаила Булгакова «Кабала Святош», комедию «Слуга двух господ», детскую сказку «Только вперед», литературно-музыкальную композицию «Заклинаю, помните» и премьеру необычного межнационального проекта «Кавказский меловой круг» по пьесе Бертольда Брехта. В нем будут участвовать актеры театров Адыгеи и Абхазии. Гастроли Национального театра Адыгеи пройдут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 15 по 23 сентября и будут приурочены к 25-й годовщине Дня Победы и независимости Абхазии. На этом наш эфир подошел к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.